И на этом хочу передать слово одному из основных источников в регионе, который проводит менторство. Это неправительственный сектор. Хочу пригласить госпожу Кириленко, лидера экологического движения «Биом» Кыргызстана и председателя глобальной Совета глобальной коалиции. Госпожа Кириленко, с перспективы неправительственного сектора, не могли бы вы рассказать о ключевых вызовах изменения климата в Центральной Азии? И также мы бы хотели бы узнать ваши мысли о том, как решение, предлагаемое инициативой команды Европы, соответствует целям и инициативам неправительственного сектора. Спасибо большое, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, я бы хотела сказать, что для меня большая честь выступать здесь. Особенно то, что сейчас мы находимся в павильоне Центральной Азии. Даже несколько лет назад это была мечта, а сейчас уже это реальность, и это очень важно для всех нас. Как вы знаете, Центральная Азия — один из самых уязвимых регионов в мире. И изменение климата — это не только изменение погоды и выбросы, это также люди. И мы говорим о 75 миллионах людей, которые живут здесь, в данном регионе. И 24% — это молодежь. Потеря ледников — это один из самых опасных ущербов в регионе. Ледники, важные для сельского хозяйства, могут исчезнуть на 90%. Дефицит воды потенциально увеличивает миграцию в регионе. 2,4 миллиона мигрантов могут покинуть Центральную Азию. Климат касается людей. Мы все понимаем риски изменения климата и стоим плечом к плечу с нашим национальным правительством по решению комплексных проблем. Таким образом, мы ведем мониторинг решений. У нас объединенная сеть, обмен опыта и наилучшими практиками в регионе. Используем опыт Европейской комиссии. И я бы хотела поблагодарить европейские страны за поддержку нашего региона. Например, с поддержкой Европейской комиссии мы реализуем проект повышения климатической устойчивости. Это очень важно для нас, для гражданского общества. Он включает в себя более 5000 человек. Проект в партнерстве с ПРООН, интегрирование наших ресурсов. Мы реализовали 20 инициатив по климатической адаптации, развитию ВИА и повышению энергоэффективности. Мы бы хотели сказать, что нам нужен проект по поддержке и созданию контактов по всему региону. Мы создаем новые межстрановые партнерства, и это будет являться поясом безопасности для противодействия изменению климата. И, как говорили мои коллеги, работа в междисциплинарной сфере, объединение разных дискуссий, конечно, на уровне научных кругов и выполнения практической деятельности. Это важная связь между разными вопросами, такими как экологические изменения, сохранение биоразнообразия, права человека. Несколько инициатив, включая законодательные инициативы, сокращают возможность действия НПО, и что сокращает эффективные климатические меры. Мы хотим увеличить вклад гражданского общества и вместе действовать. Я бы хотела рассказать об инструменте АХУС. Его необходимо
интегрировать на уровень политики в Центральной Азии. Мы рады, что решение по ущербу и потерям было принято в первый день конференции. Нам нужны простые инструменты, менее бюрократические и открытые ресурсы для вовлечения местного сообщества. Гражданское общество должно стать основным инструментом адаптации к изменению климата, и инструмент должен быть доступным для всех. Требуются новые навыки, доступ к здравоохранению для всех. С поддержкой Европейского Союза мы улучшили безопасность и обучение по вопросам безопасности окружающей среды. И необходимо продолжать эту работу на региональном уровне. И сотрудничество и синергия между академическим сообществом, о том, о чем говорил мой коллега, и гражданским обществом. Такое сотрудничество чрезвычайно важно. Люди заинтересованы в сохранении экосистем, и мы должны находить решения. Плантации — это не леса, леса — это не плантации. И мы обязательно нуждаемся в финансовой поддержке для сохранения экосистемы как основного механизма сохранения воды в регионе. Спасибо большое. Спасибо, Анна, за интересную презентацию